Привет, друзья! С вами Одинокий Джейсон. Прошло 1,5 года, как я начал говорить про стену недоверия между братскими народами, чеченцами и ингушами. Эта стена недопонимания не выросла на пустом месте. Она не возникла по вине чеченцев, которые вдруг одночасье решили забыть вековую дружбу между двумя братскими народами, но по вине ингушей, которые вдруг забыли про честь и достоинство из-за непорядочности одних, из-за эгоизма других, из-за лжи и лицемерия третьих наших так называемых братьев. Сегодня я хочу рассказать вам об ингушском лжепатриотизме с 20% скидкой по дешевом базаре, где цена товара обесценена. Желанием подзаработать, где во угла поставлена меркантильная цель урвать во что бы ни стало, и некоторые ингуши готовы стараться, не дай бог окажись город Назран в зоне оккупации вражеского неприятеля. Пиши пропало, предатель на предателе, стукач на стукаче. Один выстрел в городе Назране, и некому будет защищать честь и достоинство этих ингушей. Уж то, что вы сегодня считаетесь порядочными и моральными людьми, это вы получили как аванс от ваших братьев-чеченцев за совместное проживание в одном доме Чечении и Ингушетии. Мы, чеченцы, вас не учили быть подонками и лжецами. Эту черту характера вы приобрели сами, когда создали эту республику Ингушетию и стали жить отдельно от нас. Зачем вам соблюдать правила приличия, навязанные вам этими плохими чеченцами, которые вы так сильно ненавидите, что готовы сделать любую подлость, лишь бы сделать им побольнее, и желаете ударить побольше? Когда тебе придет твой близкий человек, предает тебе твой близкий человек, рана заживает очень долго. Одним щелчком пальцем нельзя будет все вернуть на прежнее место. Это братство и дружба строилось нашими предками в непростых условиях, далеко идущей целью, чтобы сохранить не чеченский, а ингушский народ. Мы, чеченцы, отстоим свое место под этим солнцем. Нас много, но вы, братья ингуши, не привыкли отстаивать свои позиции на поле сражения, а мирно договариваться. Речь не о героическом прошлом чеченцев, это было, оно никуда не денется, но вы другое дело. Зачем все это придумать? Зачем присваивать чужое? А нельзя просто быть ингушами, обычными людьми со своими плюсами и минусами. Почему вы должны быть особенным? Объясните мне, простому парню, что у вас за божественность, чего нет у других? Почему ваши горы не такие, как в Чечне? Объясните мне, чем они отличаются? Чем отличается река Аса от реки Аргуна? Башня только у ингушей, музыка только ингушская, песни ингушские. Дечк Пондар тоже придумали вы. Наверное, Валид Дагаев, который исполнял на нем, тоже ингуш. Вопрос риторический. Я повторяю это снова и снова. Из дня в день, с месяца в месяц, год за годом. Я буду повторять, потому что правда должна всегда звучать, и справедливость должна восторжествовать. Несмотря ни на что, мы, чеченцы и ингуши, один войнавский народ. Раньше мы были братскими, потому что прожили вместе в одном доме под названием Чечен-Ингушетия. Это произошло в далеком 1934 году. Никто не спрашивал, хотят они жить вместе. Это было сложные, трудные времена истории нашей страны. Но это было в прошлом. История не имеет сослагательного наклонения. Мы не были свидетелями этих событий.
не можем утверждать, что это было так или по-другому. Мы, чеченцы, всегда относились к вам уважением. Мы всегда готовы были прийти вам на помощь. Мы до сих пор считаем вас нашими братьями. Но вы, товарищи ингуши, забыли самое главное. Не вы герои нашего времени, а чеченцы. Вы хотите им быть, но это вам никак не поможет. Ваша ложь вам не поможет присвоить себе чужое. Я не то что удивлен, я просто в шоке от вас. Когда, казалось бы, что вам не хватает в нашей жизни? У вас все есть своя республика, есть свой президент, есть своя глава республики. Живите, оставьте нас, чеченцев, в покое. Почему постоянно лезете к нам? Вот каждый божий день, вот что-то у вас, какая-то, я не знаю, какая-то истерика по отношению к нам, чеченцам. Конечно, завтра это плохая вещь. Вы видите, в каком состоянии находится вы, и видите даже мы, чеченцы, которые пережили очень страшные события 90-х и 2000-х годов, и то воспряли, как феникс, встали на ноги, и не просто стали, а достойно, ведет достойную жизнь. И вот, конечно, вам во всех своих бедах легко винить других, не самих себя, а других людей. Я никогда не преследовал целей кого-то, я не знаю, оскорблять, унижать. Мне это незачем. Товарищи, я вам не завидую. Я не хочу жить в вашем назрании колхозном. И мне смысла нет думать о вас днем и ночью. И просто ваши, вот я, просто многие не понимают, какой я человек. Я, вот если я искренний человек, порядочный человек, и мне, когда человек вот стоит и нагло врет, вот как это? Вот чеченцы собрали деньги для вот этого хасаюрта, для хасаджи, пострадавших от наводнения хасаюрта. 6 миллионов, по-моему. Там в мечетях вот этих волонтеры. И вот они именно передали эти деньги. Вот ингуши, как бы ингуши. Вот эти фотографии сделали, и типа ингуши передали эти 6 миллионов рублей. Да, вы воду принесли, и вот это. Я не знаю, какое-то вот больное какое-то самолюбие у вас задето. Но мы задели. Мы не знаем ваших тонкостей отношений с этой царской Россией, эти коммунистами. Наверное, вы продавались налево-направо, вас унижали эти русские, я не знаю. Казалось, у вас теплые дружеские отношения, у вас все шик-пики, и Владикавказ вам попался, часто вы приобрели. Сколько вот и мало Ичню вам подарили, и казалось бы, что-то там не в порядке, и вы это все на нас, чеченцев, мы ни при чем. Живите своей жизнью, вот стройте эти дома, обустраивайте свои школы, дороги, это все должен вам за вас делать этот предприниматель, председатель, президент группы Армат, вот этот непонятный ингуш грузинский. Вот интересно, Грозный всю свою жизнь проживает в Грозном, а потом оказывается ингуши. Вот такой, знаете, у вас вот проблема, да, вы знаете, Дагестан, какая страшная проблема наводнения. Это не просто наводнение, вы многие не поняли, что вы думаете, что это дождь так пришел за 100, там, за 1800 какого-то года, 70-го, по-моему, облюдение, это был первый раз вот так, это просто дамба снесло. Поэтому весь Махачкалу вода накрыла. Весь Хасавюрт, это дамбу снесло. Вы знаете, где много воды, когда вот дамбу снесло, и Чечня пострадала, почему-то Терек, все вот этот, вот до вас, наверное, это
не дошло, вот Гудермес рядом с Дагестаном, вот этот река Гумс вышел, затопил Гудермес тоже. Много чего, вот это, Курчелоскар, и вот эта дамба, скорее всего, снесло, и вот вся эта вода хлынула вот Дагестан и, и Чечню. Хорошо, что у нас, с одной стороны, думаешь, это Каспийское море, вот это. Представляете, если это было бы там нами, вот 10-метровая волна, бы она закрыла бы весь Махачкалу. Это страшно, вода это страшно, потому что я каждый год езжу в Таиланд, вот там это была трагедия, в 2004 году, по-моему, нами 25 декабря, вот, по-моему, сколько там тысяч погибло людей? 80 тысяч, по-моему. Вот вода, вот все вот это. Это страшно, конечно, вода это страшная вещь. Это стихия, которая может за секунду все, твою прежнюю жизнь стереть с лица земли. Вот она, стихия это страшно, конечно. Мы очень сочувствуем жителям. И вот даже на такой мелочь, даже это, вы знаете, что это чеченцы увидят, это не вы собрали эти деньги, откуда у вас такие деньги, нищеброды. И даже, даже, я не знаю, кто это собрал, но собрали чеченцы, конечно. И они это дагестанцу отдавали эти деньги. И там за короткое время, за пару дней, вот так это было. Наверное, в мечетях, я не знаю, я не могу вот утверждать, как это было. Но там мешками эти деньги привезли, и потом их они разложили, 6 миллионов с чем-то, почти 7 миллионов рублей. Там разные бумажки были по 10, по 100, по 1000. И вот это очень большая сумма, кажется, но небольшая. Ну, вот это, и сразу сняли, вы, как без этого, репостили, что это ингуши собрали для жителей Дагестана, чтобы дагестанцы думали, что это ингуши сделали. Вот такие люди, знаете, я не говорю, что все ингуши плохие люди, достойных всегда, не все люди такие, есть и отец и мать, это зависит от семьи, конечно. Я думаю, что очень много порядочных людей проживает в эти Ингушетии. И эти достойных отцов, матерей и братьев, сестер, которые, знаете, растают достойными. И вот таких немало, наверное. Есть люди, есть и отцы, пьянчушки, какие-то легкомысленные, есть и матери какие-то непонятные, эгоистичные. И, скорее, дети вот таких неполноценных семей, вот они вырастают такими эгоистами в семье. Это от семьи зависит, конечно. И вот такие вырастают, вот такие подлые. И представляете, если они могли бы делать подлости, если они могли бы, вот, что они только, они так-то у них ресурс ограничен, поэтому занимаются мелкие пакостями, занимаются пакостники, товарищи, гангуши. Извините, я буду говорить, потому что если они есть, эти проблемы существуют среди вас. Вот как это, почему вот подняли голову вот эти непорядочные люди? Почему вы им дали интеллигенцию от вашего народа, от вашего имени? Вот это же не пишет, что мы собрали деньги. Жители Азрани или какой-то Плиева. Нет, это они пишут, что ингуши собрали 6 миллионов, которые чеченцы собрали и хотят перед дагестанцами постить это, что мы собрали эти деньги. Вот лжецы, подонки. Таких людей, где бы они не проживали, в Чечне, Дагестане, в Ингушетии, только одно презрение, низкосортные люди, представляете,
Что это за материал человеческий? Отходы, короче. Вот, может, у нас их немало таких, по этой Европе гастролируют чеченцы, но вот Рамзан Кадыров, вот это он молодец. Всех заставил уважать чечен. Представляете, там тоже были бы подняли бы вот эти свои головы, вот такие люди, как Ингушетия. Но Ингушетия никто за ними не присматривает, никто их не приструивает. И вот это, и потом это самое страшное, это непростые люди, которые беззимние, просто на этих непонятных никнеймах там бегают по этим социальным сетям. Есть интеллигенция, вся вот эта занята, этот лицемерие, продажные проститутки. Вот их можно назвать продажными. Вот вы извините, я такие слова, это четкое обозначение, знаете, если ты непорядочный человек, ты будешь и сделка со совестью, и делаешь, вот, да, завистливый ты человек, ты не будешь порядочным. Ты, вот эти полицейские, эти проститутки, их наводят, вот, не дай, вот поэтому я говорю, не дай Бог оккупации. Все пропало, вы все ляжете под врага. И это потому что это оно так идет. А потом вот эти люди, они же это все распространяют, они имеют десятки тысяч последователей. Это не только это один человек, вот примерно взять этот Танзила Чабила, Врушка, вот Врушка, она, знаешь, никто прозрачная внешность, вот она с самого начала сделала акцент на свою внешность, и вот она решила пробиться с внешностью. Да, она симпатичная девушка, когда-то была. Когда-то была симпатичная девушка. Я видел молодость фотографий, где она училась в Москве с этими парнями. Красивая, очень, очень красивая, честное слово. Я же, вот эта Яндиева Тамара у вас одна. Вот она просто перепутала дверь. Вместо того, чтобы зайти этот Гитис, она зашла Миклуха, Макла. И перепутала, двери перепутала. Открыться она была бы, я говорю, открыться она была бы очень такая специфическая, но была бы вот достоинство, вот открыться, да, и язык повыше, и все. Но так как мы же преследуем другую цель, мы же вот это, она поступила в 2008 году, вот этот университет, а там здесь грозненские вот эти профессора сидят там и видишь, с каждого потока берут почему-то девушек. А не парней, а девушек берут. Вот это Танзила Заура то же самое. Вот этот Ибрагим Далхиго в головой непорядке. Вот этот всю свою жизнь проживший вот в Грозненском университете, профессор Грозненского университета, вот этот. Вот набор, и сразу они, ах, дорогая, иди сюда, и обрабатывать, и давай туда. И вот такие Адам, коммунистские красавицы, вот этот ярый пропагандистский. Вот они, что там только, они, я понимаю, нужно стремиться, да, история ингушей, как и чеченцев, вы думаете, у чеченцев была история. Вот он ваш, этот единственный историк тогда, в советское время, товарищ Виноградов, он был друг ингушей, Шукри Дахигова, друг он, поэтому, когда через этаж, очень много ингуш, все вы ингуши там в Грозном находились, и вот вы этой пропагандой занимались тогда. И вот эти у вас были русские хорошие связи, этих историков, вот это, и все вот это дело за спиной чеченца. И подлость это она, знаете, это недостоинство, конечно, это так себя вести. Поэтому вот такое низкопробное. Вот хорошо, что вы от нас отсеялись, ушли. Представляете, вот вы еще находились в состоянии низкосорт. Вот поэтому и звание ваше по-чеченски перевести, это испорченная ветвь.
Вот правильно, вот, как они воду ледили. И вот такие комсомолочки, вот это они вещают, у них последователи, и вот знаете, это растает, уже выросло поколение чеченофобов, и мужчины, и вот все хорошие, тут кроме чеченцев у них. Вот то, что они творят с нами, вот всю свою жизнь вот только вот заняты, вот, все у нас захватывают, все чеченское себе присваивают. Вот это 1800 это, с Кавказской войны, как они сперва, как лакомые кусочки Малтични получили, вот аппетит же растет не по дням, а по часам. И вот даже сейчас они заглотнули вот этот большой кусок, 80 тысяч квадратных гектаров, 8, представляете, 80 тысяч квадратов, там 9 чеченских населенных пунктов туда вошло. Огромных. Вот это Карабулак, это Нестеров, это Орджоникидзе, это очень много, Малгобек, много чеченских городов, сел туда вошло. Вот это они заглотнули. И им это в 2018 году они сделали специальные провокации, там вот это немножко помитинговали, и вот это они призвали, казалось бы, чего еще? Нет, это им кажется мало, аппетиты еще растут, оказывается, ну, сейчас все, этот Свердловский Астинг, это понятно, это классика ингушская мечта. Ашхамартанский район полностью хотят, потому что где-то там ингушская Ари, вот это непонятно. А то, что в Седах, это ничего, это значит, там, это что-то там, это нигде нет. Вот вы придумали, где-то вот это, где-то что-то вот там, вот это. Это то. А вот в Седах, вот это же, а это как? 400 лет чеченский, вот этот Седавский район, Малгобекского не было, вот это все Седа. Это значит, вся эта территория чеченская, мы же тоже можем так же. Не бывает односторонняя правда, она бывает, движение тоже, она двухсторонное. Игра в футбол тоже не в одни ворота, оно два ворота. Вот, знаете, это не бывает одностороннее. Ваши хотелки сидят, а вот это, вот как это, всех этих мразей, просто, знаете, это верх цинизма этих людей, вот всех этих, наверное, проститутки, наркоманы дают налево-право, какие-то аморальные люди могут так себя вести. Порядочные люди так себя не ведут. Если вы порядочный человек, и вы ингуш, и ходите поднятые головы. Не надо опускать эту голову. Не надо давать вот таким тварям. Они все из Грозного. У нас они прожили, все эти твари. У нас они потом нагадили. Все вот это. И самые трудные минуты нас бросили, прискакали к вам. Они на вас, товарищи ингушей, которые на Назранском районе жили, свысока смотрели, потому что они же галгайцы из пригородного района, пригородов. Базоркин их не столица, их Орджоникидзе это их вторая столица, а Назран, поэтому, да, вы представляете, Назран не признают. Назран ваш не признают. Поэтому и вот вас, жители сел Корта, как-то они их вас называют, какая-то прибрежная, и вас как колхозница. Поэтому я всегда говорю Назран колхоз, потому что это ваши товарищи ингуши, которые с Орджоникидзе перебрались в Грозный, вот они вас считают такими колхозниками. Поэтому я и говорю всегда Назран колхоз, не потому что я так думаю, потому что ваши ингуши вот так думают. Поэтому все мы строим, вот этот город, никак не можем, вот Магаз. Ну, как вам, товарищи, Магаз нашли? Что вы будете делать сейчас? Столица Аланы нашли Чечни. И что вы хотите теперь? Как вы будете этим? Да? Я бы на зло на этом месте построил бы Магаз, город снова.
Но потом будете говорить, что это наш магаз, и будет захват. А, это столица наша. Вот такой. Сегодня, мне кажется, не получится разговор серьезный. И зачем серьезно с вами вести этот разговор? Зачем он? Вы хотите все равных, это ошибки чеченцев, с вами на равных разговаривать. Вы никто. Вот вы вот знаете, мы ингуши. Хорошо, ингуши, живите. От Бога он есть, он знает справедливость, он вас ждет. А один прекрасный день вы потеряете свои берега и решите встретить вас. Хорошо, это не те чеченцы, которые были раньше. Хорошо, что мы 30 лет живем вместе. Это поколение почти уходит, и все, goodbye. Все, goodbye. Будет Грозный процветать, Чечня обустраиваться. И вот самое вы, товарищи ингуши, захотите. Вспомните, что вы бывшие чеченцы, многие. И дахсы, и понятно. Вот жители Карабы. Ой, мы не ингуши, мы чеченцы. Они прибегут сразу к нам. Это еще только начало у нас. Вот будет просвет, будет развита экономия, будете. Обратно захотите. Но нам вы больше не нужны. Мы знаем, массовые провокаторы, стукачи. Живите у себя. Плохого никому ничего не желаем, но, знаете, это вот так все это можно было, не знаю. Самое смешное. Ой, виноваты мы, чеченцы, всех ваших этих. Вы ходите с ума, у вас в голове непорядки, все, и вот виноваты другие. Вот так люди в трудоме думают, они думают, что они сумасшедшие. Нет, вот. Когда человек они адекватный, вот это и дает это сумасшествие. Жалко, что у вас нету этих психических дурдомов. Надо больницу строить, там на Израиле. Клиентов немало у вас. Русские, это Бузуртану, все вот это, не знаю я. А вот какое имя ты не назови, вот все они жители Грозного. Я так думаю, Захар Дудаев вот всю свою пропаганду построил против России. Оказывается, они-то, понятно, они наши, как бы сказать, понятно, это кто они. Вот почему-то забыли это про этих ингушей, точно таких же, вот этих врагов. Да, и вот они сейчас показывают. И только русские были врагами чеченцев. И только они были. Каждая грозненская шваль, это ингушская национальность, любую можешь пальцем показать, вот любую шваль, вот они вот такие. И вот там они назрано жить и захотели в Грозном. Сейчас, потом сейчас мне говорят, это же столица, это не ваша столица, товарищи, это чеченский город Грозный. Да, это мы имеем право жить в столице, да, вы имеете право жить. А почему чеченцы не имеют права жить у вас? Почему вы их дискриминируете? Почему они не имеют голоса? Вот, да, это, знаете, мы ингуши, мы великие, нам
только в столице, только вот все эти, вот заселиться в Грозном, и чеченцам там не хорошо, что рядом в Грозном были чеченские поселки, и вот из-за этого немножко население Грозного, а так были бы русскоязычные и вы ингуши. А хорошо, что вот вокруг это старая Сунжа, Ташкала, вот и все эти поселки чеченские еще находились, и вот поселок Алды, вот эти чисто чеченские поселки, они там жили, и из-за этого вот, вы приезжие гастролеры были. Вот как это интересно. Мы чеченцам не жили в Грозном, только жили те чеченцы, которые там родились, а вы все гастролеры были, приезжие, все приезжие. У вас в Грозном вот ни один человек, который сейчас чеченофоб, ни одного, я ингушской фамилии, который в Грозном родился, нет, нету, ни одной фамилии. Это Гуцериев, ни одного Грозного, это Ибрагим Дальхиков. Единственное, это Абадиев, товарищ Абадиев родился тоже. Родиться можно где угодно, а его родители же не из города Грозного. Ни один ингуш не родился, вот, который имеется в виду Чеченская область. До 1934 года там не родился. Вот они все приезжие гастролеры. И вот это, да, это столица наша. Вот. Наглости вам, конечно, не занимать. Вашим наглости нет предела, поэтому ваш патриотизм искусственный, вот этот, скидочный, вот этот дешевый азар у вас. Дешевый азар. И даже сейчас желания нет говорить о ваших этих пакетах, ваших этих вещей. Нету патриотизма. Да, вы вот что-то не то с вами, товарищ. Ну, вот такие дела. У нас сейчас скоро у меня отпуск, жду, не дождусь. Уже, видите, сами вы видите, что я уже не могу говорить, хотя я могу часами разговаривать, тему обсуждать. А сейчас желания никакого нету про вас, товарищи, говорить, соседи наши. Вот, надеюсь, вы многие доживете до тех времен, вот увидите, кто мы такие. Вот, да, это чеченцы, это патриот своей родины, а вы нет. Почему-то никогда у вас этой родины не было. Ваш царизм это создал вас, но никак. Не слышно осетин, не слышно кабардинцев, не слышно адигов, не слышно лезгин. Вот этот рассортные народы, вот их мы слышим. Они кричат громче. Это как сам украл что-то и показывает пальцем, а другому он громче всех кричит: держите вора. Сам вор, вот он указывает на другого человека пальцем, где-то вдалеке, и кричит громко всех: держите вора. Это то же самое. Все на ровном месте, все на коленках вы это все сочиняете, сказки ваши, сказочники, да, великие сказочники. Ой, на улице солнышко, надеюсь, выглянет у нас. Нужно очки пойти. Сейчас праздник, сегодня не смогу. Очки себе солнцезащитные куплю. Нужно уже собирать чемоданчики. Уедем. Далеко. Вот. Вот такие дела. Ничего, вот желания даже за вас, товарищи ингуши, желания поехать в Северный Кавказ у меня нет. Честно слово.
Я не говорю, что у нас тоже все идеальны, что у нас все чеченцы такие сюки-пюки. Нет, у нас тоже. Но, знаете, наших, это советское время, знаете почему? У нас была дружба между народами. Очень было подлых людей много, очень было гнилых людей. Но вот они боялись коммунистов, советской власти. Они, знаете, их э, на месте никто не мог поднять голову, такие люди. Вот у нас в Чечне то же самое сейчас. Никто не может поднять, потому что у нас традиция, обычаи, да, мы четко их соблюдаем. И попробуй какой-нибудь, начни вот этот, да, вы потом говорите, о, Чечне нарушаются права, права подонков, права этих безрасных людей, их можно нарушать. Вот, предаться своей родине, вот, ты предать, ты хочешь плохому своему народу, это не человек, у него нет никаких прав на этой земле, где он проживает. Вот, он желает плохому своему роду, вот таких людей нарушают. Обычных людей никто вот это. Вот кажется, хорошо, что все следят, смотрят. Это, наверное, это очень хорошо. Я рад, что вот так жестко, потому что еще они забывают, что у нас были две чеченские войны, у нас вот нестабильная обстановка. Вот каждая нестабильная обстановка, это ваши мужчины, это вам ваш праздник. И вот мне кажется, единственное, что сейчас должны чеченцы себе усвоить, что вот просто больше этого нестабильности будет, и у вас не будет возможности снова нас обокрасть, но вот это, вот главное была стабильность, вот это преемственность власти. Хорошо, что вот Рамзан Кадыров сейчас он раньше не появлялся, сейчас очень активно появляется. Надеюсь, здоровье у него все будет хорошо. Зло вам, товарищ имущий. Как вы хотите, я со мной говорю, ой, этот Алаудинов, один ингуш говорит, Алаудинов был бы хорошим главой Чеченской республики. А почему Алаудинов должен быть главой чеченской, тоже непонятно где, непонятно, да, в Москве он где-то там ходит, это генерал. Почему он должен быть хорош? Потому что против ингушей он ничего не сказал. А вот этот бывший глава, вот это парламент Чеченской республики, вот второй человек, можно сейчас председатель правительства Аудов, это нехороший. Он вас на место поставит. Тоже генерал, но он не хороший, потому что он вас поставил на место в 18 году. Вот он не хороший. Вот да, Аудов есть, я рад, что он есть у нас. Вот таких сыновей чеченцев много, немало достойных людей, немало. Конечно, хотелось бы как бы и Орел, Лев, как Рамзан, но, знаете, они рождаются очень редко, такие люди. Они не каждую эпоху могут родиться. Вот представь, что было бы с нами, если это не был Рамзан Кадыров, и он настойчивое желание улучшить нашу жизнь чеченцев. Вот настойчиво. Как он настойчив. Этот имущий падишах, президент, король, без разницы, но хозяин в своем доме. Он всех контролирует, всех под присмотром. И хорошо, вот хорошее, сразу открываешь, вот что-то делал, желаешь своему народу что-то, забывайте, что есть люди, которые ждут вот этой дестабильности в Чечне, чтобы снова там кашу заварить, и чтобы деньги сделать. И вот он знает вот это, и если правильно делает, семьями их отсылает.
Вот. А зря нужно отсылать этих любителей ингушей. Артем в Китае у вас. Что-то он не хочет возвращаться в ваши Ингушетии. Ну, тоже рекламирую на китайскую стену. А я даже думал поехать на китайскую стену. Но зачем мне это нужно? Потому что я думаю, вот бедные там тоже рекламируют Ингушей. Это, наверное, полезный. Это, наверное, они его хорошо обработали. И финансово это выгодно, потому что нельзя, нужно везде платить. Могут угостить обедом кто-то бесплатно. Это же у нас гостеприимные народы кавказские. Ему, конечно, нравится Ингушетия. Забурился это маленьком уголке земли. И все. И аплодисмент. Тоже бегать по этим горам, но китайским. А я в Таиланде буду, сейчас я тоже не только в Таиланде буду, в Африку еду, сейчас я еду в Африку, в Тунисе, Дзарзис, мой любимый город Зарзис, туда поеду, подыхаю, позагораю и обратно в Бангкок. Ой, такие дела, просто я даже не хочу ничего, вот какой-то, да, из этого репортажа не получится, мне кажется. Вот так понемножку вас отпускаем, товарищи мужчины. Желания никакого нет про вас говорить. Это, знаете, когда я говорю про вас, это же, это очень ранит. Конечно, это обидно. Просто во мне, скорее всего, говорит обида, что вы так непорядочно себя ведете по отношению к нам, чеченцам. Мы не можем вас заставить. Это ваше личное дело. Вот вы пользуетесь этим, что не все чеченцы. Что не все чеченцы к вам настроены решительно, как я. Этим пользуюсь, но недолго вам наслаждаться этими. Короче, картинка ушла. Сейчас так очень сложно говорить, когда меняются картинки. 43, оказывается, 43 минуты болтаю ни о чем. Я надеюсь, я ошибаюсь насчет вас. Буду рад признать свою ошибку. Но что-то я очень мало сомневаюсь, что это произойдет, потому что вот то, что я же вас всех слушаю, всех вот, какие-то хитрые вы, хитро хотите обмануть, обдурить кого-то. Вот интересно, ваши ноу-хау, знаете эти русские? Вот они же тоже хотят быть великими, как и вы. Но у них-то хотя бы есть история, какой-то пласт событий, где они могут сказать, что вот тут так. Ну, дерево какое красивое. Зима, лес. Этот мост тоже такой опасный. И самое главное, он построен на территории, где может произойти землетрясение. Видите, сзади горы. Почему-то у нас вот такие мосты не строят. Тоже сейсмические зоны. Там же Калифорния же. Есть эти сейсмические зоны. Еще они стоят. Это, видите, это не море, а океан. По-моему, океан, да. Вот это наш.
Вот это наши, Кавказ. Хотя это не Кавказ, конечно, скорее всего. Швейцария где-то. Вот такие печальные размышления. Э, я не знаю, как себе. Когда я вас не знал, товарищ, я очень, жизнь была совсем другая. А сейчас как-то какой-то отпечаток на все это накладывается. Как-то, не знаю, тревожно на душе, на сердце. Я надеюсь, вы дойдете того, что найдете того, что вы ищете. Оно нам, чеченцам, просто нужно вас отпустить, понять, что вы не братники. И, да, просто забыть про вас, и все будет таким. Пока с вами был одинокий. Честно, вы видите, да, никакого вдохновления. Хотя есть что рассказать, я везде лазю, все читаю, очень много событий. Но наша жизнь, она вот такая, преподносит нам сюрпризики. Что вам сказать? Постараюсь немножко вам показать море. Надеюсь, я тоже немножко успокоюсь. И когда я поеду в Таиланд, Бангкок, буду полон сил и энергии. Упадок сил, потому что это очень утомляет про вас рассказывать. Многие, скорее всего, обижаются, что я вот так говорю. Если вы не выступали от имени своего народа, если вы не были представителями этого народа, я бы говорил, что это инопланетные существа, прилетевшие непонятно откуда, там, спрятавшие в этих жирафских горах. Но у вас есть имена, есть фамилии ингушские, и вы от этих ингушей все это делаете. От этих ингушей все вот это распространяете, это ложь, небылицы, сказочки. И вы обманываете свой народ, ведете их по ложному пути, их обманываете. Не только вот какие-то вот это, вы преследуете неблагородные цели, поэтому я всегда говорил и буду говорить, наверное, что это неправильно. Кто я вам объяснять? Хорошо, что я не ингуш, честное слово. Я рад, что я не ингуш, потому что это было бы сложно мне. Представляете, я все равно был бы порядочным, искренним человеком. Мне очень сложно было бы. Я вообще я потерялся бы. Я бы ходил бы опущенной головой. Мне было бы стыдно смотреть этим чеченцам или другим осетинам в глаза. Позор. Это очень позорная история вашего народа, товарищи. Мне очень жалко вас. С одной стороны, жалко, что вот, знаете, потом это мы знаем, чем это кончится. Мы от вас, это не единственный народ, который вас действительно братский. Вот мы отвели, вот вы хотите, чтобы мы отвернулись. Вот, ведете эту работу. У меня больше, надеюсь, никогда не будет других друзей, ингушей. Не соседей, я не хочу, чтобы они были моими соседями, чтобы мы жили по одном городе. Сейчас очень сложно, потому что в моем городе живет очень много ингушей, и ты чувствуешь, что, я не знаю, ты не можешь просто так их забыть. Они есть, они существуют. Как поступить, тоже очень непонятно, очень сложная дилемма с вами. Вот все это делать вид, что все это не так тоже. Знаете, вы же, оскорбляя нас, оскорбляете весь народ. Хотите нас унизить, вы сами себе унижаете. Это у вас поэтому не было достоинства, скорее всего. Вот ваш дешевый патриотизм, вот этот
великие Ингушетии, но пусть у вас будет супер великие. Я не знаю, и мы не против, чтобы вы были великими, но зачем это вам нужно? И понятно, у вас было бы 20 миллионов человек на этой земле. Ваша территория 1 миллион квадратных километров. Вот я понимаю, зачем это вам нужно, чтобы эту территорию сохранить. У вас что? 3 квадратных километра территории, и то у вас там 60% территории от чеченцев у вас. Эти чеченцы могут в любой момент ее забрать. Вот, скорее всего, вот этого вы боитесь, это ваш страшный сон, и вы это распространяете и на другие чеченские территории. Вот ингушские земли до Аргуна, чтобы не было, что-то вы вот боитесь. Знаете, что если вы были уверены 100%, что это ваша территория, вот вы бы так не скакали на этих площадях. Знаете, что вы прибрали к своим нечистым рукам чужое, и вы боитесь. Это, знаете, мы даже не хотим этого. Даже там же будут жить эти ингуши, мы же не такие варвары, как вы. И зачем нам это нужно уже? Мы не хотим. Но вот почему вы не можете успокоить? Вот это непонятно. Если будете скакать, скорее всего, чеченцы вам покажут ваше место. Вот такие дела, товарищи чеченцы, ингуши. Нравится вам, не нравится? Терпите, мои красавицы. Я тоже не хочу о вас говорить. У меня написаны тексты, красивые тексты. Даже не хочет оглашать, потому что куда? Зачем? Зачем это нам нужно? Скорее всего, нужно забыть вас, как плохой сон. И все, жить дальше. Дальше жить, наслаждаться жизнью. Очень много печальных вестей. Вот люди, которые действительно, я не знаю, вот какие-то мелочные, какие-то мелкие обиды. Вот это очень удивляет вас, мелочность ваша. Хорошо, что я не из этой вашей ингушской партии. Лжецов, лицемеров, подонков, завистников. Бай-бай, товарищи. Goodbye. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Я надеюсь, мы что забудете все эти проблемы, что мы наконец-то все успокоимся и не будем бросаться взаимными обвинениями. Я, конечно, стараюсь некоторых просвещать. Я не так сижу и придумываю. Я просто, кто-то что-то рот открывает, и я начинаю вот возмущаться. И вам кажется, что я, не знаю, не люблю этих гушей. Я люблю порядочных людей, благородных людей, честных людей. Вот подонков, наглецов, наркоманов, проституток мы не признаем. Они никто, они мусор, ноль. Обижаете вы, не обижаете. Мы не говорим во всем народе. Мы говорим о его части, которая самая плохой. Вот эти. И не знаю я, не знаю. Это, если это вам нравится, живите дальше. Флаг вам в руки. Пока-пока. С вами был Одинокий Джейсон.